Итак, мы начинаем спектакль «В минуту забвения» по мотивам пьесы Дмитрия Наумова «Осколки войны». Театральный коллектив «Эврика». Не говоря, как будто вчера все это было. Ой, конечно. Ну, ты подольше поживи, поболтаем с тобой, былое вспомним. Ой, не говори, все сплетни соберем с тобой. А помнишь, как я тебя учил танцевать? А? Ой, не забыла? Помню. Ну, давай попомним. Как твой Алешка не подпускал к тебе парней? Ой, не говори. Ты все с девчатами танцевала? Помню, помню. Ни одни танцы без нас не обходились. Не говори. Погуляй.
салфетки не забудь. Да, хорошо. Неси скорее. Ай, молодежь. Ой, не говори. Ой. Ой. Я тоже рада, да рада как. Ой, какой у нас праздник, ты хороший. Ой, видишь, праздник, а? Молодцы. Давай. Вот, сегодня все, вроде бы ничего не забыли. Да все есть, все есть. Ой. А еще там нашего папу Колю поздравляли, наградили ему медаль. У папы Коли столько много медалей орденов, что скоро на его парадном ките места не будет. Ой, ой, да, еще папу Колю не поздравили. Уж кто-кто, а твой папа Коля настоящий солдат Великой Победы. И только боевые медали, ордена сейчас свидетельствуют о том, насколько мужественно и отчаянно сражались нынешние старики с фашистом. Да. И правильно делают, что не забывают. Правильно. Дают им награды. Ну, а ты, Ира, давай, не стой, принимайся-ка за дело. Давай. Ступай, притащи. Ой, это Николай скоро придет. Да, ой, ну что, Ульяна? Давай, рассказывай, как дети, внуки поживают. Да что, растут помаленьку. Да что же, говорит, греха таить. Дети-то повырастали. Вон дочка-то мне 3 внучат уже подарила. Да, и сын 2. О, Видел бы все это Алексей. Лен, а ты помнишь, как мы провожали наших мужчин на войну? ой, конечно же помню. Ведь это же не забудешь никак. Знаешь, Лен, вот сколько лет прошло, а мне все время слышится его голос, как он мне говорит. Береги детей, дай им образование, а я не знаю, как судьба сложится. Детей я подняла, дала им образование, а он не вернулся. Вот так сложилась судьба. А мы-то с моим Макаром ведь вот перед самой войной только расписались. Первенца нашего ждали. Помнишь, провожали-то его на вокзале, он мне все твердил. Я еду бить фашистов и скоро вернусь домой с победой. Да. А потом, когда они пропали, отец Алексея все время твердил, а может быть, наши пропавшие без вести сынки-то и живы. И все в пример приводил Матвея, сына Семена Гаврильева. Ведь они сначала-то на него похоронку получили, а потом через 3 месяца он сам им письмо написал из госпиталя, что живой. Да, точно, точно. Вот так, с надеждой о возвращении Макара, Алексея, они и померли. А ты помнишь, когда Николай-то вернулся, и все говорили, ой, вот бы еще меньшенько-то вернулся. А мы с тобой до сих пор Богу молимся за наших мужичков. Да, Ульяна, многое нам с тобой пришлось пережить. Не говори. Но, слава Богу, закончилась эта проклятая война, и фашист до нас не добрался. А Николай-то вон бедный, как настрадался, инвалид на всю жизнь. Ой, батюшка. А все проклятая фашистская мина всего его лишила. Мечты учиться, возможности зачать ребенка. Но его не сломила знаменитая Круповская сталь немцев. Это точно. А вот осколки войны-то до сих пор его беспокоят. Да? Ой, Ой.
ночами так плохо спит, часто просыпается, встает, вот и спать-то ложится, где посветлее, да поближе к выходу. Надо же. Да. Ой, Ульяна, Ау. что я вспомнила-то? Ну? А ты помнишь Дашку-то, девушку Николая? Да как же не помнить-то? Так ты знаешь, ну? Ой, да, а я, знаешь, что вспомнила? Что? Вот как Дашка читала нам письмо с фронта, а мы-то были рады хоть какой-нибудь весточки. А ты знаешь, ведь Дашка-то у нас чуть роднёй не стала. Ой, да ты что? Да, ведь они ж как с Колей-то мечтали. Вот выучится, поступит учиться, поженятся, детейшек нарожают. Да вот не сложилось как-то у них все. Да, вот так вот. А слушай, Николай-то до сих пор Дашке письма пишет каждый день. Вот сколько лет прошло, а он все пишет и пишет. Но вот не отправляет почему-то. И не отправляет. Нет, все лежат стопочкой. И я уж думаю, не пойти ли мне со мной тайком на почту, да не отправить письма. Вот Дашка-то будет рада. Так ты что, ничего не знаешь, что ли? А что я должна знать? Так ведь Дашки-то уже лет 7 как нету. Померла Дашка. Да ты что? Царство ей небесное. Ой, как так? Лена, да не вот. Ой, а как же Николай? Ты смотри, Ульяна, ты смотри, не проговорись. Он старый, сердце слабое, не выдержит. Смотри, не проговорись. Да ой, не кажется, Николай пришел. Не Николай, ой, парад закончился, пришел. Ну, давай, смотри-ка, кто приехал-то. О, Ульяна приехала. Ой, Коля, здравствуй, дорогой, здравствуй, мой папочка. здравствуй. Все долго ехала. Поехала. Ну, давай. Да, все хорошо. Ой, здравствуй, да, Коля. Что ты сюда наша-то, Коля? Да. Тише. Какой праздник. Господи, какой голосницы до сих пор идет. Что ты? Сестричка Маша каждый день перевязку делает. Да нынче еще ударный год, осколки, говорили, стали выходить. Целых 3 Маша вытащила. А что ты? Да. Вот если бы они первоначально стали собирать, в теплых, но блюдца были. Ой, да ведь сколько лет мы не видались. Ой, Все вы болтаете. Смотрю, накрыли все, да? Коля, давайте, праздник же А сегодня. там праздник Ой, какой. да, конечно, да. Гуляйте. Ну, давайте. Песни отмечать поют будем. дети. Ага. Музыка кругом звучит. о, Короче, и что? С Сашкой Петровым я все-таки увиделся. ой, да ты что? Да, пришел. Ага. Ну, а что делать? У нас двое-то и осталось-то все. Ну, Со всей района двое. Тоже там с деревьев. Ну что, огурцы и помидоры на столе? все. Давайте. И огурчики есть, вот у нас. И сало есть. Давайте. Ой, ну с праздником. Ну, ой, Ну, с какой Днем праздник. Победы. Победа. Ой, Коленька. Давайте за победу. Да. Вот. Чтобы вот больше такого не было. да. А то ж с деревни-то нашей 49 ребят-то не вернулось. Вот. Да. Вот от Харькова до Сталинграда безымянные могилы. От Сталинграда до Берлина братские могилы. Это да. Сколько Давайте, чтобы не было этой проклятой войны больше. Да. Никогда. Давайте, за победу, давайте. Ой, давай, Коленька. Коля, давай, закусывай, Коля. Кушай. Вот, бери огурчика, бери, Коленька. Вот. Вот, давай, закусывай. Ой, кто-то пришел. О, смотрите, это Иваны Боры. Праздником. Проходите. Ой, проходите. Иван Григорьевич, да. Ульяна, А ты принеси-ка, мысика, все письма мои. Все письма? Да,
Поздравляю вас, Николай Николаевич, от имени администрации, от тебя лично, с Днем Великой Победы. Благодаря вам, Ой, спасибо, благодаря вам, настоящим русским солдатам, мы сейчас живем под мирным небом. Ты присаживайся. Да? Присаживайся. Спасибо. Садитесь, садитесь. Ульяна, там горячее, разогревайте. Сейчас, Давайте. Давайте. Вот, Иван Егорович, те самые письма, про которые мы с вами говорили. Да, да. Вот. Там все он присаживайся. написал. Вот. Сразу, помнишь, Иван Егорович, когда я в составе делегации, ездил по местам наших боев. Да. Вот так вот то было. Когда я в составе делегации ездил по местам наших боев, я как будто бы на 50 лет вернулся туда. Я помнил этот ужас проклятой войны. Я вспомнил, как наш полк попал в окружение под Харьковом. Когда солдаты и офицеры делились последним, что у них было. Продуктами, боеприпасами, махорочкой. Я вспомнил, как после артиллерийской подготовки перемешалось все вокруг. Все. Земля. Люди. Деревья. Железо. Все перемешалось в однородную массу. Все. Это было страшно. Как по приказу умирающего командира полка я и еще несколько моих товарищей выносили знамя полка, обмотав его вокруг себя. Как мы с ними через немецкие кордоны, под обстрелами, облавами, через болото пробирались к своим. И мы выполнили приказ. Мы выполнили приказ. Но в живых остался только я один. Я не знал до встречи со своим взводным лейтенантом Виноградовым, что меня полуживого, раненого, привезли в госпиталь, и врачи отказались меня оперировать, сказав, что я не жилец. И тогда мой командир под дулом пистолета заставил врачей прооперировать меня. И вот я живой. Вот я живой. На войне такое случается.
Тогда там, под Харьковом, наш полк дважды попадал в окружение. Там погибло 250 тысяч солдат. Одних генералов только 40 человек. И когда жены погибших мужей, матери погибших сыновей, сестры погибших братьев, и мы, кто остался в живых, взяли по горстке земли и высыпали ее, то образовался холм, похожий на курган. Как хотелось бы забыть это все, но я не могу, не имею права. Ради памяти погибших товарищей моих. Александра, Афанасий, и других ребят. Ради светлого будущего, ради чистого неба над головой, ради памяти. Ради наших детей и внуков. Николай, что ты так расстроился? Успокаивайся. Все, бери себя в руки. Давай. Ты же у нас солдат. Все. Давай, успокаивайся. Николай Николаевич, держись. Держись, солдат. Те обещания я исполню. Да, Телеграмму твоему командиру отправлю, письма тоже. хорошо. И еще. От лица администрации 2 лотерейных билета. Счастья, удачи вам в дом. Ай, спасибо, дорогой, спасибо. Ну, у меня дела, Что ты забываешь старика? мне в район надо. Ну, не смею задерживать. Рад был, что Благодарю вас. Рад. С Днем Победы, Спасибо. здоровья вам и счастья. Ну, будем потихоньку скрипеть. До встречи. До встречи, давай. Ты уж захаживай. Николай Егорович, уважил старика, уважил. Не забываешь, заходил, радуется, когда ты приходишь. Ну, еще раз с праздником. До свидания. Молодец, председатель. Ой, не забывает старика. Машенька, Да-да, папа. там где-то Уже все разошлись. за шкафом Ушел Иван Егорыч, у него ж дела. Дальше пошел. пыль с нее сотри, что ли. Давай, посидим. Пыль сыграю. Сейчас, папа. Как-то я загрустил. Ой, Николай будет сейчас. Как он душевно поет.
начались бои. Где же вы теперь, друзья, однополчане, боевые спутники мои? Где же вы теперь, друзья, однополчане, боевые? Неси аптечку. Смотри на меня. Я Елена, жена Макара. Это Ульяна, жена Алексея. И Ирочка, дочка твоя. Ну, Ира, давай-ка уйдем отца-то. Ему надо отдохнуть. Давай. Где Даша? Там, Даша, там, Даша, да. Иди, мой родной, иди, отдохни, моя. Иди, Ира, иди его. Вот приехала помогать им. Да какая уж я помощница-то, не самой помощь нужна. Вот так каждый день, каждый день. Ой, бедный. Как же он мучается. Ой, замучился. Все, ну вроде бы уснул. Ой, слава тебе, Господи, слава тебе, Господи. Меня отец с матерью взяли на воспитание у родных моего отца. Я выросла обласканной, безграничной отцовской маминой любовью. Но при этом они были такими мудрыми, что мы с малых лет знали, что у нас есть другие папы и мамы, братья и сестры. Мамы не стало. Пришлось очень нелегко. Хорошо, что мы настояли на том, чтобы он снова женился, и познакомили его с Марией. Но ее не стало. Иногда представляю, что могло быть, если бы у отца были свои дети, то тогда бы они меня не взяли. Ирочка, ну, перестань, а где же наши красивые глазки? Дай-ка я тебе слезки-то вытру, ну. Ты брось это, Ирочка. И что выдумала? Значит, Господь так распорядился. Судьба у тебя такая. Ты об этом не думай. Всем привет! А как пришли? Рано приехали! Да, я ж тебе говорила, внуки растут как грибочки. Ну, ты нормально-то поесть не можешь? Ну, куда ты все? Ну, Макар, да что такое? Ну, ты погляди-ка, все на виду. сумка! И все бегай, ну. Макар, а куда это ты собрался? Макарушка. Да, гулять с друзьями. Ну, гуляй с друзьями. Ох, ой, все бегом да бегом. Ой, а что это Ирка у нас забегалась, а? Сумку ищет. Сумку свою потеряла. Вот ученик. А ваша Евгения Марковна потом ругаться не будет? Да, она им не заметит, если я тихонько уйду. На улице вон тепло, хорошо, а я буду смотреть фильм. Ну, ладно, я побежала, пока. Все, бегом. Бабушка, Лена, ты чего делала? бабушка. Лена, Что? Может, аптечку принести? Давай, сейчас принесу лекарства твои. Нет, принеси лучше мою шкатулку. Лен, да ты что? Ну, шкатулку, бабушка. Что ты, ну? Ира, там в моей комнате в тумбочке. Да-да. Ой, Макарушка, эта шкатулка хранит столько интересного. На-ка вот, Ульяна, посмотри. Смотри-ка, Макарушка.
Это вот я и твой дедушка. Молодые. Я здесь так на дедушку похож. Нос точно мой. Ой, а я это всегда говорила. Вот тебя в честь него Макар-то и назвали. А это твои дядя Алексей и дядя Коля. Молодые. Дядя Коля здесь такой молодой и смешной. Да. Ой, Макарушка, не знали мы тогда, что нам еще придется пережить. А ты про войну-то ничего не знаешь. Бабушка, так это же было давно. Разве помнишь? Да разве ж такое забудешь? Расскажи, бабушка, расскажи. Что, хочешь послушать? Ну, давай, слушай. Моего мужа, твоего дедушку, забрали в первые дни войны. И сначала мы хоть изредка да получали от него письма, а потом письма перестали совсем приходить. О, сколько ж бессонных ночей я провела, сколько слез выплакала. А дедушка все время говорил, что если похоронки нет, значит живой. И вот, наконец-то, в конце 43-го получили мы от него письмо. До сих пор порохом пахнет. Сложно-то как? Треугольником. А пахнет-то как? И вправду бабушка порохом. На-ка вот, читай, Макар. Если получите это письмо, то по указанному адресу не пишите. Раны мои заживают. Возможно, скоро отправлюсь на фронт. Шлем всем горячий привет. Ваш муж и отец Макар. Ну, казалось бы, всего 3 строчки. Ну, что тут особенного? А мы в нашей семье такой праздник устроили. Бабушка сварила картошки в мундире. Всем ребятишкам дала по 2 кусочка хлеба. И чай мы в тот день пили с сахаром. Бабушка, а в войну что, не было сахара? Что ты, Макарушка, это было такой непозволительной роскошью. На фронтах шли бои, а в тылу все тяготы и заботы легли на плечи женщин, стариков и детей. Я помню, как ходили мы в обозе за 90 километров до ближайшего аэродрома. Отправляли на фронт зерно и одежду. 90 километров? На лошадях? Да. А в то время все жили под одним лозунгом. Я знаю, нам по истории рассказывали. Все для фронта, все для победы. Да, все для фронта, все для победы. Твои дядя и тетя быстро повзрослели. У них было много обязанностей. Но они не переставали ходить в школу. Даже тогда, когда в школе было зимой очень холодно. И что, бабушка, страшно не было? Что ты? Было страшно, да еще как страшно. Но мы были рады тому, что немец до нас не добрался. И все, кто дожил до светлого Дня Победы, никогда не забудут. Всюду звучала музыка, слышались голоса. Конец войне! Победа! Победа! С праздником! Ура! Ура! Сегодня на площади я рассказывал стихотворение. Ой, ну-ка, расскажи, Макарушка, расскажи, мы послушаем. Давай. Пусть будет мир, пусть пулеметы не строчат, и пушки грозные молчат. Пусть в небе не клубится дым, пусть небо будет голубым, и бомбовозы по нему не прилетают никому. Не гибнут люди, города, мир нужен на земле всегда. Ой, ну ты мой внучек, ай, молодец, Макарушка, молодец.
Молодец. Ой, Макар, Ой, молодец какой, а. в один из таких дней вернулся с фронта один дядя Коля. Да. А вот письма твоего деда с фронта. В них вся его фронтовая жизнь и жизнь его однополчан. Я хочу их передать тебе. Вы должны знать и помнить. Спасибо, бабушка. Ой, ты молодец, А когда ты вырастешь, то ты передай их своим детям. Спасибо, бабушка. Я буду беречь их, как ты и берегла. Ой, умница, Макарушка. А что, Макар, какой фильм ты сегодня показывает? Офицеры. Офицеры! Какой хороший фильм! Ой, хороший фильм. Сходи. Раз хороший, значит решено. Конечно. Я пойду смотреть. Да, О, и да. кстати, бабушка, можно взять письма, показать друзьям? конечно, Макар, можно. Только смотри, береги. Где твоя сумка-то? Спасибо. Ой. Вот, ну, давай. Давайте. Осторожней, не потеряй. Береги, береги, Макарушка. Это память. Ну, ладно, я побежала. Беги, Макарушка. Ой, ну вот, Ну, видишь, да. как быстро. Кто-то пришел. Ой, сосед! Здравствуйте, Зина! Здравствуйте! Ой, Ленка, ты приехала, я приехала! Ну, как раз, ну, сколько тебя не видела-то? Много. Ну, проходите, в столовку. А где девушка? Николай далек отдыхать. Ну, давайте, проходи. А Николай где? Да только что отдыхает. Стол накрыли такой хороший. А сала-то у вас нет? Иван сам солил. Ой, вот ешь. Вкусно. Небось свою хрюшку зарезали. Да, ну, Николай-то что? Где он? отдыхает Николай. Отдыхает. Как это отдыхает? Праздника он отдыхает. Как это? Ну, да, Гости пришли. без него праздновать не будем. Ведь не будем, нет? Не будем. Ой, Сейчас я его. ну что какая Катерина твоя сейчас разбудит? Ну что ты кричишь? Вот, я сняла все-таки старого. Все улица тебя слышит. Вот, подняла. Все, там Давай, Коленька. Садись. А как же мы без тебя? Как не будем без тебя? Ты что? Да, будем сейчас праздновать. Вот праздновать. Да. Помаленько. Давайте, ведь праздник какой у нас хороший. Так. Ну, давайте. Бери. На, Аня, Лена. Давайте выпьем за победу. Давайте. А помните, как мы провожали своих мужчин на войну? Помните? Как же? А потом ждали, а потом встречали. Да. Давайте выпьем за всех солдат, за победу. Давай, Коля, давай. За победу. Закусывайте, бери, закусывайте. Ведь что скрывать? Это благодаря нам, солдатам, мы смогли победить в этой войне и принесли мир этой земле. И мало кто знает, через что нам пришлось пройти. Но мы выстояли, и поэтому подвиг наш будут помнить веками, будут писать о нас книги, писать песни. Ведь это мы, солдаты, мы ж, не побоюсь этого слова, герои, герои. Давайте потанцуем, Коля. Ира, включай-ка музыку, включи-ка музыку. Давайте потанцуем. Давайте потанцуем. Как
еще тогда, много лет назад, случилось. А ты, видимо, забыл? А я-то все помню. Я хочу напомнить тебе 42-й год, когда мы там, в разбитом блиндаже под Харьковом, в окружении с тобой вдвоем. Я тебя просил, я тебе говорил, давай, Вань, пока можем, пока есть силы, есть чем, давай будем мстить им за наших ребят. За наших ребят будем мстить. Что ты мне тогда ответил? Что ты мне ответил? Ты забыл? Что ничего уже не изменить, ты сказал. Что им уже ничем не помочь, ты сказал. Что надо спасаться самим, ты сказал. Что надо переодеться в гражданскую одежду и через город прорываться к нашим. Ты бросил нас там всех и ушел. Ты бросил Сашку. Ты бросил Афоньку. Нас всех бросил. Ты нас бросил. Я уж думал, ты не вспомнишь. Столько лет прошло. Мы живы. И это главное. Пора забыть это все, друг мой. Кто? Главный не друг. Вон! Из моего дома! Коля, да ты с ума сошел! И что? Я что, не права? Что ты на него бросаешься? Вы же друзья! Кто друзья? Он мне давно уже не друг! Дай к нему! Вон из моего дома! Коля, что ему так? Моего дома! Коля, успокойся, Катя. Да я же! Да как же? Катя, тише, Коля. Коля, успокойся. Катя, что вы? Коля, ну все, успокойся, Коля. Папа, Господи, ну что ж такое-то, Коля? хорошо, успокойся. Николай, Успокойся. ну что ты устроил? Люди пришли по-хорошему, поздравить. Не начинайте. Ну, Все! Ухожу! Все! куда ты собрался? Надоел! Куда ты пойдешь? Столько лет! Че я? Надо было уходить! Да куда ты Николай. пойдешь? Куда ты пойдешь? Дашь! Поеду! Оставь. Даши! Поеду! Успокойся, оставь. Прошу тебя. Слушай, вас всех давно надо было собраться! Уехать! Давно! Чё? Надо было! Давно все это. Я письма все соберу. Я все ей покажу. Все ей расскажу. Скажу, что дурак был. Чё, любил же, всю жизнь любил. Чего бросил? Ушел, сама не жила толком. Да и я так. Такой. Да ну, Не могу. Николай, Не могу. А вы что, думали, старый? С ума сошел? Письма пишет. Уезжай. Все! Не могу. Коля, да скажи ты ему! Лена, скажи! Коля, остановись, Николай! Да нету твоей Дашки! Николай,
Даша, милая Даша, где ты, голуба моя? Ты для меня только краше, долгие годы спустя. Письма, посланники сердца, не устаю я писать, жаль, что у них адреса нет, некуда их отправлять. Только все это не важно. Ты в моем сердце сама. Верь, наступит то время, когда увидимся вновь.
Николай Сергей Прохоров. Елена Анна Бегулевская. Ульяна Валентина Козлова. Ира Наталья Попова. Иван Владимир Гаркун. Екатерина Светлана Ларченко. Зулу Макар Кирилл Гороянов. Солдат Александр Иннокентий Оконечников. Солдат Алексей Андрей Краснов. Глава Евгений Конотопенко. Театральный коллектив «Эврика». Режиссер, постановщик, отличник культуры Республики Саха Якутия Мария Владимирова.